разговоры на каналах ТНВ Татарстан и ТНВ Планета. Тема нашего сегодняшнего разговора – кто он, современный татарин. Итак, национальность дается каждому из нас, и, в общем-то, волею судьбы или родителей. Мало что от нас зависит на этом этапе. Но вот почему все-таки современному человеку важно ощущать себя частью этнической группы, как определить свою национальную принадлежность и как она влияет на нашу судьбу. Сегодня об этом мы говорим с нашими экспертами, я с удовольствием их представляю. Гульнара Фатовна Габдрахманова, доктор социологических наук, руководитель отдела этнологических исследований Института истории имени Марджани. Добрый Академия вечер. наук Татарстана. Добрый вечер. С нами сегодня Руслан Айсин, историк-политолог, руководитель площадки Татполит. Ремзиль Салихович Валеев, журналист, общественный деятель, главный редактор интернет-студии Всемирного конгресса татар. С нами сегодня также в точке опоры Ренат Хабибуллин, кинорежиссер, писатель. И Дина Сафина, режиссер, драматург и очень интересная личность. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Она затронула очень интересную тему. Также сегодня с нами на интернет-связи Муслим Хазрат Юнусов, имам наиб Белой мечети в Астрахани, преподаватель Астраханского исламского колледжа. Хайрли киш. И Данияр Тимирханович Ахметов, руководитель тюменского филиала Меджлиса татарских мурс. Все, прекрасная связь, мы их слышим. Я напоминаю всем нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Прошу гостей, дозвонившихся телезрителей, соблюдать корректность высказываний, общепринятые нормы и законы. Иначе на правах ведущей я могу потребовать или покинуть ток-шоу, или отключить микрофон. Наш телефон 554-56-10, код Казани 843. Нас также можно смотреть в прямом эфире в нашей группе ВКонтакте и на YouTube. Можно задавать свои вопросы нашим экспертам, дозвонившись в студию. Эксперты выражают свою точку зрения также и кнопками на пультах. Красный категорически не согласен, зеленый согласен, белый отношусь нейтрально. Но для начала, чтобы задать, наверное, тему разговора, мы задали нашей интернет-аудитории в соцсетях вопрос, кто он, современный татарин. И вот что у нас ответили наша интернет-аудитория. Татарин тот, чьи предки татары. Так ответили 32% проголосовавших. 24% респондентов считают, что только тот, кто говорит на татарском, имеет право называть себя татарином. И 44% считают, что татарин – это состояние души. Вот примерно такая характеристика. Я сейчас не хочу, чтобы мы обсуждали, наверное, результат опроса интернет-аудитории, потому что следующая графика, о чем мы будем говорить, она очень похожа, наверное, с темой нашего сегодняшнего разговора. Я просто попрошу телезрителей тоже включиться в интерактивное голосование. Вопросы и варианты ответа вы видите на своем экране. Итак, современные татарин очень разные. Уровень национального самосознания зависит от возраста, места проживания, среды, культуры, образования и так далее. То, что тема национальной самоидентификации актуальна, показывают опросы последних лет. И он один очень интересный, с него мы и начнем. Я никогда не забываю своей национальности. Вот так прозвучал вопрос, который задавали респондентам в Татарстане на протяжении нескольких лет. Мы сейчас эту диаграмму увидим на экране. Ее не видели, видел только один эксперт нашей студии, это Гульнара Фатовна. Вот давайте расшифруем, что мы видим на этой диаграмме. Что происходит? Где сохраняют национальную самоидентичность? Это село. Мы уже... Нет, да? на самом деле здесь не только сельские татары, это серый столбик, но и городские татары, это синий столбик. И перед вами результаты исследований, социологических опросов, которые проводились в Республике Татарстан на протяжении последних 3 десятилетий. В 1994 году половина городских татар и почти 70%, даже выше 70% сельских татар говорили о том, что они никогда не забывают о своей национальности. И мы видим, что в течение следующего десятилетия, в начале 2000-х годов, эти цифры росли, и они достигли примерно 85% респондентов говорили о том, что они никогда не забывают о своей национальности. На протяжении последних 10 лет мы видим, что эти показатели примерно на этом же самом уровне, но, правда, наши последние исследования 2019 года показывают, что это был опрос молодежи Татарстана, что число людей, которые поддерживают это мнение, я никогда не забываю своей национальности, несколько ниже. То есть порядка 67% городских татар говорят о том, что они помнят о своей национальной принадлежности. И это ниже, чем среди всего татарского населения республики. То есть мы можем говорить о том, что у молодежи вот эти этнические чувства несколько ниже и менее выражены, чем среди взрослого населения татар. Сейчас все эксперты, кто увидели эту диаграмму, что есть сказать? Все понятно, все логично? Ну, я думаю, что да, с одной стороны, конечно, у молодежи всегда подвижная идентичность. Он сегодня может сказать так, завтра может сказать чуть иначе.
тем более городская молодежь, она все время в поиске каком-то, да, у них внутренний центр, что называется, постоянно находится в динамике. Вот. Но с учетом того, что я знаю людей, вот с кем я рос, то есть вот достигшие моего возраста, они тоже так относились сначала очень легкомысленно к своему наследию, национальному, духовному, а потом все-таки приходили, когда обзавелись семьями, когда есть с дети возрастом. родились, все равно, да, приходится возвращаться к тому, а кто ты есть на самом деле, да. Камсинсин татар бумагащи. Владимир Салихович. К сожалению, болезнь манкуртизма, Чингиз Айтматов как определил, это растущая болезнь. И, конечно, человек, который не помнит своей национальности, прежде всего, он, получается, что он манкурт. Если какие-то обстоятельства заставляют его обидой, какой-то принижением напомнить, вот ты татарин, или ты негр, или раскосые глаза, сразу вспоминается. А так получается, что глобализация на наш образ жизни предполагает, Она и повлияла. языковая ситуация, и монокультурная ситуация предполагает, конечно, может быть, определенные большие народы не забывают, они знают, если кто-то напомнит, разве что. Поэтому особо восторгов я не испытываю от того, что вот эти цифры большие, ибо показатели эти вполне условные, поскольку на самом деле, сколько меня интересует, сколько же действительно у нас по сознанию татар, русских, знающих, сколько же их. И то, что забывают, не забывают не в этом, потому что жизнь заставляет иногда вспоминать, иногда усыплять. Кому-то даже выгодно, чтобы никто-то не вспоминал этого. Поэтому это весьма условные цифры, но социология такая нужна только это. Я критически отношусь к этому. Хорошо, Ренат. Ну, вот заметно, что в 2013 году, например, сельские татары, они себя больше, как говорится, ассоциировали именно со своей национальной идентичностью. И вот хотелось бы на самом деле понимать, вот тоже почему в 2017 году, в угоду чего, под влиянием каких факторов именно, например, сельский житель уже менее ассоциирует, пусть это небольшие, казалось бы, цифры вот на этих столбиках, но почему он уже меньше становится татарином, так скажем, да, по собственной самоидентификации. Вот этот момент на самом деле очень важен, потому что факторов, которые на это влияют, очень много, и они могут как быть со знаком плюс, как ни странно, да, так и со знаком минус. И вот в этом исследовании, конечно, было бы очень интересно услышать хотя бы предположение, вот с чем это связано. Хотя вот я вижу городской житель, он все-таки держится на определенном уровне и старается как-то вот, ну, если не говорить о 2019 годе, да. 2019 это год. молодежь, 14-30 лет, да, ага, поэтому всё понятно. такие низкие показатели. Вот, и именно поэтому как бы очень важно было бы все-таки немножко глубже понимать ситуацию. Гульнар Фатовна, можем Может быть, объяснить? это плохая оценка, низкая оценка работы прессы, общественных формирований, которые формируют идентичность. Это не всегда понимание своей национальности, негативное явление. А если мы То есть, думаете, если бы мы не чаще пробуждаем, напоминали, если там мы не столбики были бы воспитываем, выше? этнопедагогикой не занимаемся, кому-то вот интересно, чтобы люди забыли. Я думаю, что просто, Ремзеля, вы извините, просто в деревне это не ярко выражено. Он и так ощущает себя татарином. Он никогда не задается этим вопросом. Для него да, это то есть- да, не является каким-то Еще версия есть, сверхактуальным. что в деревне все-таки не молодые люди. Еще одна версия, Гульнар Фаитовна, ваши социологи могли просто до деревень не доехать. А еще есть версия, которую озвучил Ежелец, общественное мнение, это мнение тех, кого не спрашивают. Так. Мы не спросили, кого. Гульнара Фатовна, парируйте. Да, ну вот давайте сначала обратим на 90-е годы. Вот вы все видите, что такой вот резкий рост этнических чувств у татар. И это на самом деле объясняется тем, что все-таки вот прошел период Советского Союза, и происходил взрыв этнических чувств не только у татар, но и у многих народов нашей страны. И вот последние десятилетия как раз вот на самом деле происходит спад, потому что все больше и больше мы стали включаться в глобализационные процессы. Люди все больше и больше активнее стали перемещаться по миру, нам так кажется. И стали больше и больше впитывать самые разные культуры. И сегодня у современной молодежи, которая родилась в 90-е годы, сейчас представление о своей татарскости несколько другое. Сегодня не обязательно знать татарский язык, но при этом люди говорят о том, что я все равно татарин. Люди говорят о том, что я не хожу в мечеть, но тем не менее я все равно татарин, я мусульманин. То есть сегодня вот последние годы как-то трансформировалось вот это представление татарскости. И поэтому и в татарской среде, которая действительно является традиционной средой
воспроизводство национальной культуры, национального языка, вот происходит вот эта такая трансформация под влиянием вот этих современных процессов. Сейчас я предлагаю еще посмотреть интересные социологические исследования. Мне кажется, тоже найдем к чему придраться, наверное. Размир Салихович в таком настроении сегодня, как мне кажется. Итак, матрица идентичности, что себя включает сегодня, да? Реакция на зажим образования, национального образования. Да, Реакция должна то быть, есть- или в 2018 году. Ну вот падение вы оттуда видите, Да. как раз, да? Итак, матрица идентичности, да, что мы видим? Это происхождение, язык, культура, черты характера, религия. Если углубиться уже вот в идентичность татар, то, по мнению ученых, социологов, более подробная схема татарскости выглядит так. Сейчас нам покажут, это великая история. Я предлагаю сменить, да, график. Великая история. Родное село. Уникальные праздники, одежда, традиционный ислам у татар, татарский язык, родные мелодии МО, инновации, устремленность, предприимчивость. Гульнар Фатовна, вот для начала, да, по этим маркерам, сколько этих маркеров должно сочетаться в человеке, чтобы он мог назваться татарин? Или эти маркеры, о чем они говорят сейчас, наверное? Ну, я хотела бы прежде всего вернуться еще сначала к предыдущему слайду. Вот вы там назвали 5 компонентов, мы выделяем 5 компонентов этнической идентичности. На самом деле они характерны для каждого народа. Это и происхождение. Каждый бы представитель любого народа бы сказал, что он чувствует свою сопричастность через этот компонент, через культуру, язык, религию, черты характера, ментальность. Но очень важно понимать, что для каждого народа смыслы вот этих компонентов очень разные. И если вот перейти к следующему слайду, то как раз вот смыслы вот этих 5 компонентов у татар раскрываются через великую историю, через родное село и так далее. Вот все те компоненты, которые перед вами, все это как раз очень значимые компоненты, которые поддерживают этнические чувства татар. И на самом деле каждый представитель татарского народа может по-разному чувствовать вот эти вот компоненты и по-разному их раскладывать в своем пазле. Для кого-то, прежде всего, этническая идентичность, татарскость будет ощущаться через татарский язык, у кого-то через великую историю, у кого-то, у третьего через родное село. То есть на самом деле очень по-разному люди чувствуют свою этническую идентичность. Очень не согласен Ренат, он сразу категорически не согласен. Я Ренат, хочу сказать, с чем? что вот в интернете у нас совсем недавно, позавчера, прошла дискуссия примерно на эту же тему. И там, я, наверное, повторюсь, но там я высказал мысль, что не существует универсальной формулы татарскости, так скажем. Не существует этого самого шампура. Вот, кстати, вот эта стрелочка, она напоминает тот самый шампур, на который нанизаны все эти и татарский язык, и великая история, и даже вот Рустам Нургалиевич в форме космонавта. Чего там только мы не найдем. Но этой универсальной формулы не существует как бы в реальности, что ли. То есть она есть в научных трудах, она есть в каких-то вот таких вот выкладках, красивых слайдах. Но, скажем, если человек элементарно не знает татарского языка, но он по каким-то другим критериям, которые даже здесь не представлены, он хочет просто себя ассоциировать с татарином. Что же делать тогда? И в этом смысле мы попадаем в некую такую ловушку собственных таких научных изысканий, когда огромная масса татар может быть просто, как сейчас говорят, выпилена из этого татарского пространства. Потому что вот, ведя передачу «Татары сквозь время» также на YouTube, я, в частности, мне много людей пишут с русскими именами, с русскими фамилиями, они говорят, мы татары. Мы хотим себя ассоциировать с татарами, они чувствуют себя татарами, хотя ни родного села, ни родного татара, ни традиционного, как здесь написано, ислама, в их, собственно, жизни никак не присутствует. Есть некая просто душевная потребность, некое желание ассоциировать себя именно с татарами. Просто возможно, что у него прабабушка там, или дедушка были татарами. Это на самом деле очень важно, не воспринимать, скажем, такие научные подходы, вот такие раскладки. Мы не берем формулу, по этой формуле не применяем ее к человеку. Вот к Руслану, например, да? Все ли у него соответствует, чтобы он считал себя татарином? Вообще корректно задавать этот вопрос? Нет, какие маркеры должны быть? Маркеры должны быть. Тут и мнение Рената правильно, и мнение наших уважаемых ученых. Какие-то маркеры должны быть. Например, в Индии, есть у меня любимый пример, есть понятие хиндутва, индусскости. Что такое индус? Там, значит, есть конкретность там. Он индус по вероисповеданию, он владеет одним из санскритских языков индоевропейских, он там, значит, имеет какую-то культурную матрицу и так далее. То есть это достаточно четко выраженная структура, концепция. Действительно, можно говорить, что мы как абхазы, абсны, страна души и так далее. Это тоже порыв внутренний. С другой стороны, мы должны определять для себя, с чем работать. Да? Ученым надо знать социологию, так сказать, социодинамику, как все это развивается. Историки тем более должны знать. И одна из, я считаю,
ведущих ролей, это у историков, конечно, потому что ничто так не вдохновляет, Ренат не даст соврать, как исторический контекст. Хорошо, спасибо. А сейчас прервемся ненадолго на рекламу. У нас есть звонок от пензенских татар. Не переключайтесь, ждите, скоро выйдете в эфир. О том, что касается каждого. Сейчас становится очевидно, что пришла эра иной цифровизации. О свежих решениях. В части оказания услуг для населения. О новых форматах взаимодействия. Настоящая фабрика для молодых IT-специалистов. Весенний сезон авторской программы Дины Газалиевой. Когда мне присылают чек-чек, то я не могу остановиться. Татарстан Тудей. В субботу на ТНВ. Когда я на татарском говорю, увереннее гордость бьется в сердце, и разум разгоняет сумрак серый уныния. И снова я творю, когда я на татарском говорю. Ренат Харис. В Казанском цирке с 13 марта продолжение программы «Шоу слонов и магия цирка». Ноги прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор. Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! И мне, и мне! Хватит каждому! Ведь в находке конфеты «Няшечка» 229 рублей, вафли рулеты 89 за 530 грамм, масло сливочное 219 за 500 грамм. Цены действительны по 21 марта 2021 года. Подробности у продавцов. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100. Граждане, получившие доходы от продажи или получения в дар имущества, а также сдачи имущества в аренду, обязаны задекларировать полученные за предыдущий год доходы в срок не позднее 30 апреля. Представить декларацию по форме 3 НДФЛ удобнее через личный кабинет налогоплательщика на сайте налог.gov.ru. Язык мой русский снежно-хрусткий. В тебе колокола, сверчки и поскреб квашеной капустки, где алых клюковок зрачки. Евгений Евтушенко. Итак, это ток-шоу «Точка опоры» на ТНВ, Татарстан, ТНВ «Планета». Тема сегодняшнего разговора «Кто он, современный татарин?». Дискуссия бурная. Я предлагаю сейчас дать слово нашим гостям по скайпу. Это из Астрахани и Тюмени наши гости. Муслим Хазрат, вот как вы считаете, эти маркеры, насколько действительно они имеют сегодня значение? Ну, да, действительно, маркеры имеют значение. Но мы должны все-таки понимать, что татарин, сегодняшний татарин, это разный татарин. Потому что в Казани это один татарин, это может быть человек, который разговаривает на татарском языке, и для него это принципиально. Татарин, который живет в Литве, в Беларуси, татарин живет в Польше, в татарском шляхте. Он давно не знает татарского языка, и поэтому для него татарский язык уже не является таким маркером татарственности. Если мы говорим об Астрахани, то здесь очень катастрофическая такая ситуация, на мой взгляд, потому что в течение 20-30 лет местные татары, они буквально, они утрачивают язык, и можно сказать, что уже его утратили, потому что среднестатистически городской, именно городской татарин, он не владеет языком, он не понимает, не говорит, для него это то же самое, что на английском, если он его не учил в школе. Поэтому для него это тоже уже не маркер. Для него это тоже не маркер. Религия, да, для многих это маркер. То, что я мусульманин. Я не хожу в мечеть, но я все равно мусульманин. Потому что я татарин. Хорошо. Что нам скажет Даниил Тимирханович? У вас тоже язык не главное? Да, я согласен с Хазратом, согласен с теми, кто у нас здесь сегодня в студии. На самом деле здесь
маркер, у кого-то маркер является история, у кого-то язык. Ну, на самом деле, я думаю, самосознание человека определяет, кто он на самом деле является. Татарином, либо не татарином, да. Вот тут правильно сказано, и что это и про манкуртов было упомянуто, тоже сказано про этот вопрос. Здесь тоже, на самом деле, в Сибири такая же ситуация. Последние 30 лет после, когда татарские школы довели до факультатива, да, здесь тоже получается такая ситуация, что, как и в Астрахани. Здесь, да, становится очень меньше людей, говорящих на татарском языке, соответствующим образом. Да. Их с каждым годом все меньше и меньше становится. Какие-то есть школы с этнокультурным компонентом, да, где изучается татарский язык как факультатив, но их очень мало, соответствующим образом. Это капля в море, на самом деле. Вот. И здесь тоже получается уже как бы самоидентичность историческая и ислам здесь как бы сочетаются эти маркеры для того, чтобы определить, что он является татарином, на самом деле. То есть, вот. Для тех, кто живет за пределами, да, республики, у них абсолютно другая позиция. Меня все это не тревожит меня, потому что в последнее время вот это часто приходится служить. Язык я не знаю, поэтому это не главное. Самосознание важнее, правильно, я тоже так считаю, что самосознание важнее. Но если человек, у него самосознание татарское есть, несколько слов или стихотворение или песни выучить, узнать, когда есть телевидение, интернет, книги есть, там общины есть, концерты проходят. Если это он за 20 лет проживает среди татар или в Казани, или в Пензе, он не может выучить. Это означает, что он уже к инкиразу на полпути. Это уже сигнал. Я не думаю, что литовские, польские татары сохранятся. Я даже не думаю, что они сохранились. У них мусульманская идентичность, поэтому как только человек от языка отрывается, он от культуры отрывается, это сигнал, что это инхираз. Поэтому мы, кажется, присутствуем, когда скрывается уже, извините, останки уже бывших засохших татар, мы замеряем их температуру, мы делаем вскрытие их, понимаете, эксгумацию. Такое впечатление. Как только, к сожалению, трагедия еще в чем? Стратегия татар, стратегия башкир. Там такой тезис есть. Несмотря на каком языке разговаривают. А как же ты, несмотря без языка? Если у него самосознание крепкое, язык совсем не тяжело освоить и среду получить. Поэтому вот этот тезис и два наших деятеля, наших коллег, их в жизни много, это, считаю, уже на пути похоронам этноса. Это реальный признак инхираза. Вот я не согласен с Ремзием Салиховичем. Нажали зеленый. Хорошо, не согласны. Я сейчас, Руслан договорит, потом, да, у нас звонок будет. В чем не согласны? Ну, не согласен в том, что, конечно, мы теряем, с одной стороны, действительно, язык является подпоркой самосознания, потому что самосознание может поплыть у человека. Он уехал куда-нибудь, ну, я не знаю, в Европу, у него там поплыло самосознание, такое тоже бывает у человека. Язык хранит. Но, с другой стороны, есть исторический опыт еврейского народа, который живет в России. Они потеряли в 3 веке нашей эры язык. Своя религия. А у нас есть ислам, пожалуйста, богословы татарские. Подтверждают, что религия помогает сохранить самосознание как раз там. Мы говорим, что за пределами. Да, ну я считаю, что да, язык важен, но говорить о том, что потеря языка ведет к потере нации, тоже неправильно. Тем самым мы отсекаем огромный пласт татарского народа. Молодежь прежде всего. Потому что сколько миллионов условно отсекаем? То есть, если, например, 2 миллиона, да, владеет татарским языком? Я не отсекаю. Ну, я призываю, чтобы культуре... Да, призывать. Вот, нам нужно... Мотивировать, чтобы изучали. Позитивную программу, да. Не говорить, что что мы на похоронах. А наоборот, на любом языке, если ты считаешь, что ты кушаешь ишпешмак, значит, ты татарин. Нет, вот от концепции ишпешмаков надо уйти уже давно. Давайте, да, ишпешмаки и чак-чак оставим. Есть момент, связанный именно с таким, что называется, количественным фактором, вы сказали, сколько отсекаем. А разве это имеет значение, по большому счету? Я подписан на одного человека в Facebook, он живет в Америке, языка он не знает, но он исполняет «Злядым Баграм Сина» так, как никто, наверное, сегодня вообще не исполняет. То есть он очень любит татарскую... Возможно, он знает язык, но я от него никогда не слышал ни татарской речи, ни татарского текста. Значит, он мангом владеет, там был манг, кстати. Вот, но, опять же, мы, говоря об одном только человеке, на примере одного человека мы видим, что татарскость он свою не потерял, даже при том, что он не знает своего языка. Это очень важно, на самом деле. Хорошо, все услышали. Давайте пензенские татары стучатся буквально в дверь. Слушаем вас. Добрый вечер. Приветствуем Пензу. Представьте, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Это Зафар ибн Мухаммед Партузенков. Слушаем вас. Пензенского. Слушаем, задавайте вопрос. Вот у нас вот Средняя Люзань, самая большая деревня татарская в мире.
Там около 14 тысяч населения. Вот. Язык до сих пор сохраняется. Там 12 мечетей у нас, 12 мечетей, а в школах только адабият преподают. Больше ничего, а в основном все на русском языке. А татарский язык сохранили. Молодцы. А вопрос в чем сейчас? Вопрос в том, что язык сохраняется до сих пор у нас за счет учебы и религии. Религия, ислам в основном поддерживает. Хорошо, спасибо. То есть... Да, надо просто общаться. Там у них тысячи людей общаются между собой, и все. Это так же сильно, как школа. Елюзани — это прекрасный пример того, как могут татары, мусульмане создавать не просто как бы условия для своего развития, а там и бизнес у них очень хорошо развивается, там у них очень хорошо развиваются языковые вопросы и так далее. Есть примеры, например, Фарид Хазрат Ляпин, есть такой в Ивановской области муфтий, и у него там в этой Ивановской области 3 центра по изучению Корана, ведут там таджики, есть центр татарской культуры, то есть практически есть татарский театр, да, то есть практически национальная жизнь и жизнь религиозная, она движется параллельными путями, то есть опять же никто не требует от тебя быть мусульманином. Наверняка много среди татар и людей, которые себя с исламом не ассоциируют, конечно. Но, тем не менее, Ивановская область — прекрасный пример того, как работа ведется именно в этом направлении. Более того, этот муфти, он себя называет губернатором местных татар, то есть он без шуток, то есть об этом заявляет, и его все уважают, и, в общем-то, там эта работа на великолепнейшем уровне. Хорошо, Гульнар Фатон, Фарид возглавляет татарскую общину 20, почти 30 лет. Я не согласна с тем, что татарский язык можно сохранить только благодаря школе, благодаря семье. Надо хорошо понимать, что вопрос стоит не только в сохранении татарского языка, но и его развитии. И без высшего образования, без профессионального образования мы татарский язык не сможем развивать. Если у нас не будет национального высшего образования, у нас не будет появляться татарские поэты, татарские писатели, татарские журналисты, прекрасно владеющие, сохраняющие татарский язык. Поэтому надо еще поднимать вопрос о национальном высшем образовании в плане развития татарского языка. Школа, село это не сохранит, это не сделает. Скажем, пример чеченцев. У них не преподается, язык знают все прекрасно. Как, например, можно взять Кавказ. Совсем правильно. Я просто тем более такой моноэтничный такой регион. Дело в том, что моноэтничный регион, они живут компактно, очень долго. Татары расселены, мы живем в условиях вот такой. Возьмите Дагестан в этом случае. Так, об этом и о Дагестане, и о Чечне. Ремзель Салихович, обо всем поговорим после. Дина не успела тоже у нас сегодня сейчас ничего сказать. Прерываемся на русские новости Татарстана, а потом дальше мы продолжим. Не переключайтесь. Итак, это ток-шоу «Точка опоры» на телеканалах ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Тема нашего сегодняшнего разговора «Кто он, современный татарин?». Дискуссия бурная. Мы продолжаем обсуждать маркеры идентичности. И вот сейчас мы обсуждали уже в первой части программы. Многие тут не соглашались друг с другом, определяя, что в каждом регионе свои определенные маркеры существуют, свои позиции. Но объединяющий фактор есть – татарский язык. И вот он часто становится камнем преткновения. Для кого-то это вот мера отсчета татарскости, да? Мы можем так сказать? Я думаю, что согласятся, что у нас даже опрос интернет-аудитории, который говорит, что татарин тот, только кто знает татарский язык. Давайте разберемся. Вот человек, не знающий татарского языка, может себя считать татарином или нет. Еще раз данные социологов посмотрим. Вот какая ситуация с владением татарским языком. Гульнар Фатон у нас сейчас пояснит. Давайте вот посмотрим. Это наш социологический опрос 2014 года среди горожан Республики Татарстан, татары, которые живут в республике. И таблица показывает уровень владения татарским языком в разных возрастных группах. Мы видим, что люди, которым больше 65 лет, почти 80% среди них говорят о том, что они свободно говорят и читают и пишут на татарском языке. Среди молодежи 18-24 года таких всего 64%. То есть гораздо меньше, чем среди старших возрастов.
часов. Еще один очень интересный показатель – это «понимаю, но не говорю». Вот вы хорошо видите, что среди молодежи все-таки это почти каждый 10-й говорит, что он понимает татарский язык, но не говорит, а среди представителей пенсионного возраста всего 2%. То есть явное падение владения татарским языком. Ну и такое провальное поколение мы видим, да, 35-44, поколение родителей 50-х, 60-х годов рождения, когда родители уже не говорили на татарском языке, говорили только бабушки, дедушки, мамы, папы уже не разговаривали на этом языке, и вот мы получили это поколение. Руслан, входите в это поколение, нет? Ну, вхожу, да. Входите, я уже сегодняшнего дня нет, я вот чуть дальше, да. Но вместе с тем вот потерянное поколение, о котором мы говорим. Вот огромный пласт людей все-таки мы понимаем, что не говорит на татарском, либо слабо владеет на татарском. В этой ситуации что мы говорим? Мы говорим, что цифры красивые слишком. Категория, которая говорит, что не говорю, понимаю или не владею, тут 4-8%. На самом деле, то, что я наблюдаю из других источников, там вот таких будет процентов 50. В некоторых городах 60. Вот эта цифра, она как-то, откуда она такая появилась? А это 2014 год. Мы еще не региональный компонент образования не ушел, да? То есть у нас не начались проблемы вот эти. На самом деле уровень владения цифрой в разы поменьше. Так. Ренат, не согласны? Здесь на самом деле тоже очень важный момент. Вот это вот, как вы назвали, потерянная категория, да? Мы-то видим, что в этой потерянной категории всего лишь 7%, да? Которые не... Понимаю, но не говорю. Да, вот 7%. А дальше... А раньше-то, получается, еще более потерянная категория, которые понимают, но не говорят, да? То есть мы видим только верхнюю цифру и почему-то отталкиваемся именно от нее, да, вот этот провальчик. Кстати говоря, очень интересный феномен, именно эта возрастная категория, она начала в школе изучать татарский язык, то есть они прям плотно были программы татар-теле, татар-эдбиета, соответственно, это все уже в школе проходило. Но каким-то удивительным образом мы видим вот эту цифру, которая в таком серьезном минусе, да, на верхней строчке. Кстати говоря, очень удивительный такой момент. Либо же татарский язык как школьный такой материал стал отторгаем, да, на каком-то внутреннем, какой-то внутренний такой посыл, ну, был, да, как школа, все уже неинтересно, а как внутреннее семейное дело, язык народа, он как бы работал намного лучше, казалось бы. Может быть, в этом проблема на самом деле. Ну, мне кажется, еще очень важный момент, почему мы, вот, татарская интеллигенция, очень зацепляемся за татарский язык. Да? Вот нас многие критикуют за это. Ну, потому что, во-первых, для татар татарский язык – это все-таки сакральное государство, так как, ну, как бы потерянное государство. Язык, как говорил известный немецкий философ Хайдеггер, это дом бытия, язык. И татары находят в нем свое пристанище. Ну, как бы вот такую отдушину внутреннюю. Поэтому мы за него держимся, говорил Тукай, вот понятно, что неформальный гимн и Тугантель, да, о родная речь, родной язык. Для татар это связка вот с неким сакральным полем. Что касается вот конкретно знаний, коммуникации и так далее, язык это не средство коммуникации для татар сейчас. Потому что нам достаточно, зная русский язык, английский и так далее, коммуницировать. Даже можно на пальцах сейчас. Можно вот использовать iPhone там, или Android, проблем нет. Вопрос знания татарского языка – это вопрос приобщенности к этому сакральному полю, раз. Во-вторых, в Российской Федерации, к сожалению, нет культуры изучения языков. Ты уезжаешь в Европу, финский татарин, вот они говорят, почему они знают там 5-6 языков? Они с детства смотрят передачи на языке оригинала, и там субтитры. Все, изучают язык запросто. У нас проблема, вот я изучал английский язык там 25 лет, школа, университет – 0. Почему такое? Это повсеместное как бы разложение, деградация. Надо менять. Но сейчас меня что радует? Не эти цифры, а то, что молодое поколение, которое сейчас растет, у них отношение к языкам совсем другое, к иностранным. И они легче усваивают. Плюс ко всему технологии современные позволяют. Поэтому я бы перестал вот эти тризну петь, а скорее всего с хвалебной гимны, что на молодежь надо рассчитывать и подбадривать, а не как... Наш уважаемый, самый главный эксперт татарский предлагает трепанацию делать татарскому народу. Вот тут не говорится, что читаем. Ведь можно Татарстан Яшляры читать, можно интернет читать. Поэтому могу сказать, что если у него татарская душа есть, он пойдет в театр, возьмет наушник или так послушает. Он пойдет на концерт, послушает песню. Он откроет интернет matbugat.ru. Он откроет ролики, посмотрит. Поэтому сейчас совершенно другие маркеры уже пошли.
То есть, если ты татарин, смотришь интернет, смотришь видео, даже без речи там, читаешь то, что надо. Так что читать культурный продукт можно. Если он не смотрит телевизор ТНБ и татарские другие программы, не смотрит даже развлекательные каналы. Ну что ты не его читает ну ничего. контент должен быть, контент. Что-то подвигнуть же его должно. Контент Да. должен Сейчас быть. все подвигнуто уже, тоже пора уже, если у тебя, ты татарин говоришь, Чтобы что ты встать с дивана и пойти отворачиваешься, что-то учить, не не ходишь просто в клуб, так. не ходишь в театр, не выписываешь газет, Значит, не не цепляет. открываешь сайт. Ремзель Какой ты Александрович. Что там татарин? читать-то, Вот Ремзель болтает Александрович? Что 20 читать? лет А значит, некоторые У нас цепляет. писатели пишут о сельской жизни, я извиняюсь. Они выходцы из села, их можно В понять. интернете Но есть ведь молодое хорошие поколение продвинутые. городское, их не цепляет то, что там, ну вот березки и так далее. Это все, конечно, поэтично и красиво, но молодежь не идет за этим. Нужна новая В культура. газетах есть иногда очень даже продвинутые, Если не сегодня хуже, чем вообще в не русском читают, интернете. да, вот мы говорим, если Культуры вообще не чтения читают. нету, да. Да, культуры Руслан чтения Афенди, нет. я, наверное, с вами тоже не соглашусь в том смысле, что и про березки можно читать довольно интересно, если это здорово и грамотно написано. Это же про ведь историю? вопрос красоты языка. Сначала на русском, Потому что потом я, на например, татарском. с удовольствием читаю Василия Шукшина, там ни дня не проживший я в деревне, как вот именно в деревне, да, кроме как в гости. Но когда я читаю Шукшина, я просто... Ну ты просто заворожен именем Шукшин, потому что он режиссер и так далее, распиарен. Извините. А И человек, языком. вот на татарском языке хорошо я напишу. Да, красиво. Да. Ты будешь читать? Я буду читать, если это будет очень красиво. Но Если ты это же будет не знаешь высокохудожественной язык. литературой. Мы должны создавать Современный высокую татарин не вылазит из конкурентоспособную. татарского интернета. Сейчас мы прервемся на рекламу, Ремзель Александрович, и продолжим. Дайте слово. Татары – великая нация. Люблю Татарстан как место, где родился мой отец. Это место поистине сказочное. Лучшего на Волге не знаю. Пока течет Волга, а я абсолютно убежден, что она никогда не высохнет, не пропадет и нация. Сергей Шакуров. Татаринформ на любых мобильных устройствах. Новости, события, подробности. Клиника варикоза «Нет» на Достоевского поздравляет с праздником весны и весь март дарит прекрасным дамам красоту и здоровье. Прием флеболога Сузи Вен всего 800 рублей и год наблюдения бесплатно. 212 20 40. Откукукала! Ухожу в телеотпуск на 3 года! За 0 рублей тебе доступны главные телеканалы страны, которые зрители по всей России смотрят в первую очередь. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Филе минтая 199 рублей. Сыр гауда 369 за килограмм. Колбаса докторская 99. Путь к сердцу мужчины лежит через находку. Цены действительны по 21 марта 2021 года. Подробности у продавцов. Казанский федеральный университет совместно с комиссией при президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка проводит бесплатные курсы татарского языка для всех желающих. Курсы будут проходить в Казани, Елабуге и Набережных Челнах с февраля по май 2021 года. Более подробную информацию можно получить на сайте Казанского федерального университета. 0+. Язык мой русский, снежно-хрусткий. В тебе колокола, сверчки и поскреб квашеной капустки, где алых клюковок зрачки. Евгений Евтушенко. Ток-шоу «Точка опоры» на ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Тема разговора «Кто он, современный татарин?». Сейчас мне подсказывает, что у нас Муслим Хазрат, есть у него своя точка зрения, да, по поводу опять маркеров идентичности. Мы никак не можем определиться, что же главное. Слушаем вас, Муслим Хазрат. Я бы не согласился, что вот это вот незнание языка, это манкуртизм такой, да, и в то же время я бы сказал, что язык это действительно является для идентичности такой национальной, для объединения народа, это один из важнейших цементирующих факторов. Но
Мы ведь с вами сейчас в основном говорим о татарах, которые живут в Татарстане. Сознательно не говорю казанских татарах там, потому что, ну, не люблю я это слово, казанские, астраханские и прочие татары. Никому в голову не приходит говорить рязанские русские, смоленские русские, какие-либо еще русские. Они все русские. Мы тоже все просто татары, это главное. Но вот если мы говорим о татарах, которые живут в Астрахани, 20-летняя молодежь — это не манкурты. Это дети тех людей, которые вот того самого поколения, которые 40 лет, 45 лет, которые знают, но редко говорят. И поэтому, и когда мы говорим о проценте там, который вот они понимают, но они не говорят, это говорит о том, что их дети вообще не будут понимать язык. Совсем. И когда мы говорим о татарах Татарстана, мы говорим лишь небольшой части, ну, 50% даже не всего татарского народа. Весь остальной татарский народ живет за пределами Татарстана. И если мы говорим о важности языка, значит, мы должны развивать этот язык в регионах. А язык невозможно сегодня сохранить только в семье. Это невозможно. Язык можно сохранить, если мы проживали, вот мы назвали Юлюзань, там село. Я вырос в татарской слободе Тияк. Там это 2 версты. До революции там было 20 мечетей. При каждой мечети была школа медресе, джадидитского типа. Многие были. И да, действительно, татары жили анклавно в Астрахани, несколько слобод, и им ничто не мешало, не нужна была какая-то специальная программа для сохранения татарского языка. Мы жили и разговаривали на татарском языке. Сегодня в Астрахани татары не говорят на татарском, потому что они не живут анклавно. Они расселяются из своих анклавов. И нужна специальная программа, именно государственная программа. Как минимум для Астрахани нужна одна школа. Ну, пусть она называется билингвальная школа, где татарский язык будет обязательным. И вот мы тогда вырастим некое поколение носителей татарского языка, которое как некая критическая масса, если так можно сказать, будет именно сохранять язык и делать его популярным для другой части татарского населения, которая не училась в этой гимназии. Но... Да, мы вас поняли, да, спасибо большое. В Казани много школ, возможностей полилингвальные, есть навалом школ, навалом профессоров. Там, где дома не говорят, они все равно не говорят. Ну, что? Даже дети писателей, артистов, журналистов, к сожалению. Договорят. Ренат Салихович, ну хватит уже про похороны и так далее. Вот представьте молодежной среды, абсолютные, новые творческие проекты, татары сквозь время. Да, я предлагаю сначала посмотреть, и потом перейти уже на Рената Хабиуллина. Есть о чем поговорить, и есть новые проекты. Ассаламу алейкум и всем мира. Сегодня речь пойдет о том, как Волжская Булгария вошла в состав Золотой Орды и что она представляла из себя после ее распада в виде Казанского ханства. В первое десятилетие XIII века, в самом начале так называемого жестокого века, Булгарский Эмират мог казаться современником, оазисом спокойствия и благополучия. Правитель справедливо управлял державой, вассалы его были ему верны, налоги не обременяли народ, казна быстро пополнялась, а подданные были покорны и благочестивы. Но только на первый взгляд картина была такой идиллической. На самом деле страна кипела и дымилась во внутренних противоречиях и смутах. Ренат Салихович, вот вы говорили, что истории, да, не хватает. Вот тематику выбрал Ренат. У нас сегодня прекрасно, на русском языке, неважно, но тот же самый маркер, да, родины, территории, обычаев, традиций. Почему выбрали такую тематику? Какие сегодня маркеры татарскости нужны, востребованы у молодежи? Когда... Красный отключить. Нет, он у меня теперь постоянно будет, видимо, красный. Постоянно красный будет. Когда на меня вышли с предложением создать вот такую вот передачу, для меня это, в принципе, был собственный вызов, потому что я вдруг понял, что я практически ничего не знаю о татарской истории. То есть вот эти вот отрывочные данные, которые я получал в школе, которые, ну, примерно напоминали что-то вот при взятии Казани. Один русский воин стоил 10 татарских. Ну, какая-то белиберда, которая вообще к реальности отношения не имела. Потом я включился и для меня стало открытием просто, насколько широкая область открывается для человека в плане самосознания, когда он погружается в собственный исторический контекст собственного народа.
есть на своем примере это прошли. Конечно, да. То есть это мой вот путь, и я могу сказать, что это поразительным образом влияет просто на то, как ты сам себя ощущаешь, кем ты себя ощущаешь. Это уникальный на самом деле проект. Я немножко похвалю вот это вот направление, которое мы сейчас Насколько делаем. востребовано? Насколько востребован, давайте если, например, сравнивать с какими-то суперблогерами YouTube, которые зарабатывают миллионы просмотров там в первый же час, то, конечно, мы таких возможностей не имеем. Мы изначально выбрали русский язык как язык нашего канала, чтобы объединить всех татар, которые могут не говорить на татарском языке, но хотят быть причастными к этому пространству. Да. И я скажу, что подписчиков все больше и больше. Очень медленно, но верно мы наращиваем просмотры. Проекты могут разниться в плане количества просмотров, в том смысле, что какая-то история о Крымском ханстве, о Казахском ханстве, о Казанском ханстве. Да? То есть это все вот так вот плавающее. А какая аудитория примерно? Регионы России смотрят, Татарстан смотрит, молодежь смотрит, либо все-таки... Это на самом деле Россия и постсоветское пространство преимущественно. Как ни странно, Казань очень плохо представлена. Когда мы делаем выпуски про Казанское ханство, они, например, собирают меньше, чем если мы делаем про там Ногайскую Орду. Вот, это как раз-таки астраханцы наши, как раз-таки вот территориально причастны к этому этнополитическому образованию. Или, например, про казахов, когда мы делаем, то есть там набирает 50 тысяч просмотров. И этот феномен я до сих пор не могу для себя уяснить, почему именно для казанцев история Казанского ханства менее востребована, да, в плане просмотров. Опять же, вот мы эту обратную связь воспринимаем, чем, например, для сибирцев или там для крымцев. Это уникальная такая на самом деле в истории есть аналогии, когда, например, может не очень хорошая, Римская империя разваливалась, вошла в период рецессии, как говорят сейчас, да, то самые такие вот рьяные римляне, которые были за то, чтобы Римская империя была могучей и единой, это как раз были окраины, периферия. Они выступали сдерживающим механизмом. Сейчас мы тоже видим, что вроде, да, Татарстан матричная система, сердце, глаза и все такое, там корневая система. Но наиболее активно это как раз татары. Ну вот даже по звонкам в вашу студию это видно, да, что наши татары, говорят, у нас все есть, театр есть. Все хорошо. Как Ремзиль Салихович говорит, Татарстан бар, театр-бар, что вам еще надо? А у них-то нет, поэтому они вот немножко давлеют. И это хорошо, что они У них есть определенная потребность быть татарами. То есть, когда мы здесь вроде как по праву рождения татары, да? А там нужно еще доказать это, там нужно выжить, скажем, в хорошем смысле. Там жестоковые условия, да, такие верно, обстоятельства. Да, тоже соглашусь с вами. Все-таки сейчас Дина молчала всю программу, сейчас она все-таки расскажет. Я сейчас процитирую, как анонсирует примерно этот спектакль, да, о чем создателем которым явилась Дина, в том числе, да, в одной из творческой группы. Почему люди задаются вопросом о своей национальной идентичности, что дает человеку осознание себя как части какой-либо нации, а может быть, в зрителей, сидящем в зале, татарскости больше, чем в ином участнике проекта. И многие другие вопросы. Вот сейчас эти вопросы непрофессиональные актеры. В этом спектакле на площадке МОН была представлена спектакль «Щен татар». Настоящий татарин, настоящая татарка. Вот само по себе название провокационное, как мне кажется. Предлагаем послушать, и у нас остается не так много времени, чтобы все это обсудить. Закройте лицо руками те, кто стесняется говорить на татарском. Покажите сердечко, если считаете, что для вас не важна национальность вашего будущего партнера или супруга. Обнимите себя, если вашим родителям безразлична национальность вашего будущего супруга или партнера. Поверните спиной, если вы сталкивались с дискриминацией по национальному признаку. Скрестите руки, если вы против отмены обязательного изучения татарского языка. Покиньте сцену, если именем вашего родственника не названа улица. Каждый раз внутри семьи я надеваю свою татарскость. Каждый раз, возвращаясь в Казань, я ее снимаю. Вот такая я татарка. А вы будьте такими татарами, какими захотите. Дина сначала выскажется, а потом, я думаю, есть кому высказаться тоже. Дин, о чем, почему?
Вы как это приняли, да? На самом деле история создания спектакля достаточно длинная, и надо заглянуть сильно далеко назад. Идея принадлежит Ксении Шачневой, художнице и тоже режиссерке данного проекта. Они, по-моему, с Айгуль Давлетшиной обсуждали после волны критики сериала, как раз-таки сегодня была упомянута Гузель Яхина, Зулейха закрывает, открывает глаза. Я, честно, не смотрела, не знаю. Вот. И они задались вопросом, а почему есть какое-то определение вот этого настоящего татарина? Откуда взялась вот эта вот линейка татарскости, которой надо соответствовать? И дальше она с этой идеей пришла на лабораторию театра «Горожан», где нашла меня, и мы с ней объединились и начали работать в этом направлении. Но надо понимать, что тот вот социальный запрос, который у нас был у двоих, он немножко он сильно даже поменялся в ходе работы, потому что пришли люди, и, естественно, 11 человек, они не могут говорить за всю нацию, поэтому мы переформатировали, и скорее сейчас это спектакль об этих конкретных людях, об этих 11 человек, которые себя называют по тем или иным причинам татарами. И, собственно, их ответ на вопрос, почему я считаю себя татарином или татаркой, является вот этим вот спектаклем. Почему татар? Щен-татар — это вот как раз-таки отсылка к тому, что откуда взялась эта линейка татарскости. Кто вообще задает Вы сами эти обозначаете, что линейка есть. Щен-татар, настоящий татарин или татарка? Нет, мы не задаем, мы как бы говорим, откуда взялся этот маркер, почему нужно соответствовать чьим-то представлениям о том, что вот ты вот настоящий татарин, а ты нет. И у меня вот лично свой вопрос внутренний есть. Человек, который, допустим, мне говорит, что я не настоящая татарка, он где-то прошел отдел контроля, у него уже штамп этот стоит. Единицы измерения. Да. То есть почему кто-то вот на кого-то навешивает ярлык? Как прокомментируют эксперты? У нас 4 минуты до конца. Это очень важное дело, потому что мы видим, как в театральном разрезе происходит та самая трансформация татар из мира модерна в постмодерн. Он уже говорит, я не представитель большой нации, я не такой. У меня есть своя особенность. Какая-то особенность, они ее еще нащупывают. На самом деле в постмодерне, ну я, может, философски очень рассуждаю, нету четких ответов, маркеров. Но постмодерн, к сожалению, разрывает ткань национальную, общественную, поэтому это все хорошо. Нам нужно все-таки иметь корень, нам нужно иметь маркер, потому что если их не будет, таких вопросов «я не такой, я другой» и так далее, они будут плодиться. И личностный фактор, вот что такое слово «индивидуум», переводится как «не делящийся». Но мы видим, как один субъект может говорить «я и татарин, я завтра и тот, и сёт, и так далее». И мы потеряем просто. Но то, что вы поставили, это очень хорошее дело. В таком подходе я обнаруживаю долгожданное для меня явление, чтобы кто-то сказал честно, хотя бы чтобы он не врал, хотя бы не отчитывался количеством мероприятий и миллионами участников, который сказал бы, вот, я хочу, чтобы татары были, я хочу за себя. То есть против формализма, вранья в нашей этнокультурной и идеологической деятельности. Побольше надо таких работ. Такие работы могут творить. Я думаю, что в каждом городе и поселке может. Вообще, появление таких вот спектаклей, большое спасибо, что вы этим вопросом задались, оно говорит очень о многом на самом деле. Оно говорит в первую очередь о том, что нет, опять же, с чего я начал, нет универсальной формулы татарскости. И этот вопрос, почему я татарин, что меня делает татарином, имею ли я вообще нравственный какой-то нравственное основание считать себя татарином, оно должно быть подобно такому камешку в ботинке, который постоянно присутствует. Он вроде маленький, он вроде бы можно и там потерпеть, но он всегда о себе напоминает. Вот именно такие спектакли, именно такие творческие работы, они позволяют ставить серьезные вопросы перед людьми, особенно перед молодым поколением, потому что, наверное, старшее поколение по умолчанию как бы себя ассоциирует, а молодое поколение вот в этом постмодерновом таком пространстве, постмодернистском, оно очень сильно себя теряет и старается найти. И вот эти спектакли, они, конечно, помогают. Очень Хорошо, сильно. мне очень понравилось, в каком единодушии пришли зрители примерно так же. Итоги зрительского интерактивного голосования. Кто он современный татарин? Тот, чьи предки татары. Сказали 60%. Все остальные про знание татарского языка, исключительности определенной, да, и что татарин в состоянии души, это по 19%. То есть все-таки все понимают, что вот он, маркер,
Корень должен быть. Маркер – это корень, о котором мы сегодня и говорим. Нет, все-таки не предки, а то, что он сегодня себя чувствует и как реализует свое приобщенность Но благодаря к культуре и вот языку. но благодаря вот этому корню, который его Связь-то держит, должна быть понимаете, какая-то. связь до Потому самого что времен. примордиализм и то, что вот я порода татарская вышел, это самый худший вариант. А какие-то выводы вы для себя сделали? Вот очень интересно было бы. Я взял на себя немножко вашу функцию. Мне очень интересно, боюсь, не успеете. Если бы у меня был ответ, я бы написала пост. У меня нет ответа, у меня сплошные вопросы, поэтому каждый Еще раз... больше вопросов. Да, еще Женщина, больше которая вопросов. поет русской женщины, вот у нее совсем Манижа. другие Манижа, предки. да. Вот поэтому русский народ дошел до Тихого океана. Хорошо, все, мы завершаем нашу программу. Не знаю, нашли ли мы точку опоры, где мы нашли корень, тот ли корень, те ли маркеры, но было интересно. Спасибо зрителям, спасибо участникам по скайпу за эту дискуссию. Я думаю, что эти вопросы у нас тоже будет, как Дина сейчас говорит, больше вопросов, наверное, чем ответов. Несмотря на это, будем продолжать искать точку опоры. До встречи через неделю. До свидания. О том, что касается каждого. Сейчас становится очевидно, что пришла эра иной цифровизации. О свежих решениях. В части оказания услуг для населения. О новых форматах взаимодействия. Настоящая фабрика для молодых IT-специалистов.